Праздник Большого Солнца Кюнпазы отметили в одном из самых загадочных мест Хакасии. В день летнего солнцестояния на сундуках собрались те, кто знает и чтит традиции и обычаи хакасского народа. Подробнее о священном ритуале Никита Андреев. У шаманов свой язык общения с духами. Каждому из присутствующих он понятен. Шелест травы или дуновение ветра – свидетельство того, что собравшихся слышат. День Большого Солнца традиционно празднуют на сундуках. Это место силы, что, безусловно, важно для проведения национальных обрядов. Говорят, здесь особая энергетика, которая помогает установить связь с предками. С каждым годом все больше и больше людей приезжают, все больше людей узнают. И с научной точки зрения много кто наукой увлекается, много кто как на место силы едут сюда, там энергии набираться, желание загадывать. Но людей с каждым годом в разы больше становится. Подножие первого сундука является центром духовной силы рода Кобежиковых. Татьяна Васильевна приезжает на это место несколько раз в год. Говорит, не обязательно ради совершения ритуалов. Иногда просто хочется побыть наедине с природой и пообщаться с духами. Мы чувствуем силу этого места. Мы чувствуем здесь то спокойствие, которого нигде нет. И это очень важно. Это очень важно сегодня для людей. Я считаю, что это душа земли. И вот как нужно относиться к душе? Нужно относиться трепетно. И также трепетно надо относиться к нашей Хакасии. Татьяна Васильевна сегодня единственный шаман своего рода. Свои знания она передает родственникам. В этот раз впервые в проведении обряда ей помогал племянник. Раньше Андрей Котюшев только наблюдал, но с возрастом пришло сознание того, что нельзя забывать свою культуру и свою историю. Это как прикосновение к чему-то самому древнему. Это сложно передать. Мои предки делали это тысячи лет. И я, когда следую этому, то мне приходит ощущение того, что это все не зря. Церемония на Кюнпазы проводится в любом случае, даже если дует сильный ветер или идет дождь. У этого праздника особый смысл, проводив солнце за горизонт, завершить очередной жизненный цикл, а затем, встретив рассвет, начать новый. По легенде, тот, кто будет наблюдать восход в день Большого Солнца, обретет двойное счастье и сможет зарядиться энергией света, жизни и добра. Никита Андреев, Арсений Симонов, Вести, Хакасия.